Biz бөлмейбіз. Сен мұсылман, сега болышабыз, сен мұсылман түгіл, сега болышмайбыз деп. Дети, оставшиеся без попечения родителей, нашли приют и нашли свою семью. И дальше будем объединяться вокруг хороших, добрых дел. Это надежда каждого человека на то, что не станет как бы один на один со своей бедой. Сегодня мы с вами хотели бы поговорить о итогах деятельности нашего фонда за 2021 год, частично, планах на 2022 год, а также о вопросах массового кормления, ифтаров и раздачи продуктов в священный месяц Рамазан. Обратите внимание, что здесь у нас расположена галерея-выставка Рената Мусина, художника из набережной Челнова. С октября была запущена акция «Моя помощь», которая специализируется на 3 направлениях. Первое – это помощь, то есть это ежемесячный продуктовый пакет одиноким старикам. Это поддержка тех семей, неполных семей, которые имеют детей-инвалидов, и это поддержка выпускников детских домов. 5 курсов было проведено, и здесь у нас 175 за год прошедших нашу реабилитацию инвалидов, слушателей, курсантов. Общежитие для иногородних, столовые, лечебные и массажные кабинеты, компьютерные и учебные классы, библиотека. Фонд оплачивает проезд, проживание, обучение, лечение и питание всех, кто приезжает на курсы. Была запущена акция, читаю Коран душой, с октября месяца. И суть ее заключается в том, что это не просто садака. Это вот мы хотели ее спозиционировать с точки зрения, что это садака именно от семьи. Именно от какого-то клана, рода, что ли, можно так сказать. И на самом деле люди поняли, люди на редкость отозвались на эту инициативу, и на данный момент, вот по нашим подсчетам, более 400 комплектов на Коране было распечатано и разослано по нашим реабилитантам. Уважаемые журналисты, гости, я рад приветствовать вас в нашем шатре в преддверии Всемирного дня социальной работы. Без вашего участия, та работа, которая проводится фондом Ярден, они бы не знали такое количество людей. И дальше будем объединяться вокруг хороших, добрых дел. Спасибо. Хайли кич, хурматлы журналистлар. Сегодня Всемирный день социальной работы. Мы работаем со многими категориями людьми с ограниченными возможностями здоровья, сиротами, многодетными семьями, малоимущими, одинокими пенсионерами, людьми, оставшихся в тяжелой жизненной ситуации. Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – это надежда каждого человека на то, что, оказавшись в подобной ситуации, он не станет как бы один на один со своей бедой, со своей проблемой. На сегодняшний день у фонда Ярдам более 10 направлений, особо значимых направлений. Это реабилитация таких групп инвалидов, как незрячие, колясочники, инвалиды ДЦП, слабослышащие и так далее. Есть у нас пансионат в селе Бурбаш Балтасинского района, где проходят воспитание мальчики из многодетных семей. Также успешно действует в Тюлячинском районе дом детей семьи Начак, где дети, оставшиеся без попечения родителей, нашли приют и нашли свою семью. В мае месяце, иншаллах, если будет на то воля Всевышнего Аллаха, мы начнем строительство дома в селе Семиозерка. Мы взяли там участок и будем там строить дом со всеми условиями. Это дом пожизненного содержания, то есть инвалидов, которые находятся сейчас на попечении родителей. Но родители престарелые. Біздің бар Қазан бойынша мұқтажылар, ораза татырған 1000 кішіге біз ланчбоксларда таратарбыз иншалла. Алар кетіп таралар.
шалтыратып торалар. Безне унутмагыз. Шуңа күрә монда әле спорт комплексы ачылгач, күбрәк кешене утыртырбыз шулай. Теге монда. Менә сез бит тагын әйттегез, Лугансктан да киләде. Кешеләрнең 6 кеше бит инде. 6 бала. Алар мөселман балалармы, әллә инде алар төрле диндәгеләрме? Юк, төрле дилдәге балалар. Без бит сайлап алмыйбыз. Безнең вот хәзерге дә балалар, безнең урыслары да бар, чувашлары да бар. Бер үзбәк малай бар, бер Азербайҗан бар. Төрле балалар. Безнең ислам дине ул бит бүләргә кушмый. Мохтаҗ булгач, или кимгәдер булышабыз, без бүлмибез. Син мусульман, сигә булышабыз, син мусульман түгел, сигә булышмыйбыз дип, андый бездә ни юк. Ким тели икән, ислам динен өйрәнергә өйрәнә, теләмәй икән, просто башка төрле реабилитациялы. Рахмат сезгә, Гульзур. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.